О бумажных деньгах в этой столовой не вспоминают. За свою еду дети рассчитываются карточками, а родители получают СМС-отчет о том, что их ребенок съел на обед. Инициаторами новшества выступили родители. Переживают, чтобы их чада не ходили голодными. Теперь детям не страшны ни потеря кошелька, ни террор старшеклассников. Деньги. Их можно украсть, дать и все там продают. А карточки, например, бандит не знает кода. Растерялся, его милиция приезжает и садит в тюрьму. Малыши рады возможности рассчитываться как взрослые, но часто и сами забывают пин-код. Правда, без обеда все равно не остаются. Нічого страшного, ми їх все рівно кормимо, вони їдять, а потім на другий день приходять з батьками, а потім все-таки з'ясовують, де записаний пін-код, і вони розраховуються з цими карточками. А вот старшеклассникам электронные расчеты не особо по душе. Если вместо уроков отправиться на шопинг, родители узнают не только о нецелевой трате, но и о прогуле. Батьки контролюють кожний наш крок. Не завжди нам це зручно, дітям, але вони, звичайно, дуже раді. Довольны экспериментом и в управлении образования. Теперь обещают внедрить его во всех школах столицы. С его помощью надеются еще и коррупцию победить. Чітко буде зрозуміло і видно, скільки отримує комунальне підприємство «Шкільне», яке продає свою послугу в їдальні. А в гимназии уже думают над усовершенствованием системы. Собираются сделать карточку и ключом от шкафчика, и пропуском в школу. Елена Скобла, Игорь Липинский. События.